Абри ижбо аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театруп. Хыбра ԥшӡоуп, даараӡа зегьы еиҷаҳауеит, аха ари ахыбраҿы ихадоу абарҭ роуп. Ижбо абарҭ актиорцәа иахьа атеатр амаҵ азысуа, иара убас ажәлар артистцәа, ҳрежиссиорцәа, аԥсуа театр аҭоурых еихазҳауа, ԥхьаҟатәи аԥеиԥш еизырҳауа. Убри аҟынтә исҳәар сҭахуп Гәыгәа дуӡӡа ишиҳәаз еиԥш, алҩа аҩны ианахылҵуа, убысҟаноуп аҩны аԥсы анҭоу. Убри аҟынтә иахьа аԥсуа театр аԥсы ҭоуп, абарҭ иахьатәи аамҭазы аԥсуа театр амаҵ азызуа рыбзоурала. Ус иҟалеит слахьынҵа сара атеатр садҳәалеижьҭеи крыҵуеит. Ас драматургны сактиорны акәым. Схәыҷра аха сара сан лаҳәшьа, саншьа. Егьи ус руан арахь абра сыҩуа сыҩнан санхәыҷыз исгәалашәом. Атеатри аԥсҭазаареи излеиԥшым ҳәа акгьы сеилмырго анӡа абри ари сзааигәан сҟалеит сшхәыҷыз. Атеатр акала сахәо сҟалаз анцәа ус исылахь ианиҵазар акәхап, акала сзахәозар ҳәа. Иаԥшьызгеит, уи саргьы смырхәыцит, убригьы анцәа иҟынтәи соуз лахьынҵоуп. Ҳгәы хыҭхыҭуа ҳазыԥшуп апремиера ду аԥсуа театр аҿы Уильям Шекспир иқәыргыламҭала Акрал Лир. Иара Шекспир ԥсаҭа шкәакәа даԥсуама уҳәо аҟынӡа абраанӡа дысзааигәахеит. Уи иҩымҭақәа еиҭазгахьоу егьмаҷӡам. Ҳазхьанарԥшуеит аԥсуа театр аҭоурых. Ишыжәдыру еиԥш, ԥшьынҩажәитәи ашықәсқәа раан иқәыргылан ари аспектакль, иалахәын бзиа иаабо, иеицырдыруа акорифеицәа, иаҳҳәап, Чынчор Џьениа, абра асахьаҿы ижәбоит, Шало Гыцба, иара убас Амиран Таниа, абраҟа абри афотосахьаҿы дыжәбоит Акрал Лир ироль назыгӡоз Шәарах Пачалиа, Нурбеи Камкиа, Гена Тарба. Арахь ақәкыс иҳамаӡам усҟантәи ақәгылара даҽазнык ишьақәҳаргылап ҳәа ҳара ақәкыс иҳамоуп иҿыцу аидеиақәа, иаҳҳәап иахьатәи аамҭа иашьашәало арежиссиор иазнеишьа, актиорцәа разнеишьала ахәаԥшцәа арыдгылара. Ари ақәыргыламҭа сара сеигәырӷьоит аҳҿарацәа рхаладырхәырц алшара ахьрымоу, избан акәзар ҳтеатр уи аԥхьа ишысҳәаз еиԥш, ҳатрупа иалоуп аиҳабыратә абиԥара рыдагьы урҭ ирышьҭанеиуа даараӡа аҟазара злоу актиорцәа. Урҭ рзын ари ақәыргыламҭа даараӡа ибзиоуп ирыло аҟыба, ирыло абаҩхатәра аарԥшразын. Саргьы актрисак лаҳасабала исҳәарц ислышоит иалоу ахацәа рольқәа рыдагьы, аҳәса рольқәагьы актрисацәа зеилаҳауа арольқәа шракәу. Diese
свидания. Tahmad, işte isçekentova. Glaste. Devam sıçkın kordu. Yaramaz. Ziyiz bu sıçkın beni. Я буквально год назад поставил Гамлета в Волгограде, и это было такой очень, конечно же, и интересный опыт, поскольку, ну, и фактически любимая пьеса. Да. А сейчас вот повезло в том плане, что как еще один шедевр Шекспира, да, «Король Лир», в прекрасном переводе на абхазский язык, в новом переводе Геннадия Алами, как бы мы пытаемся воспроизвести на абхазской сцене. سر أنجلز بزحف سدرز ما شكسبيري تحوزر ناس يشبع الصوز بيحب ويا بزحف سدرم يخبيلي جا ترد بزحف كده ناس كسم حوازر يسدرم يشبع زت زرخي تاجتو وساوى جناي تاجكوا أورس شخي تاجكوا خبا بشبا خبا بس يلوك سنة بس يلادزينا بري شكسبير يخدا أن يحوزر أبسيشل يحوزر يشبيه حريه بليس زخوتسنا يريتوس سوا قلنا قوم خيريتو الله زينا بس الساعة توزر حبسهم شالا جزجي صدرم يبخي خوي زدري خو ريبسيشل يوم نروح يوبي سقوا نازل Şey habilistaziyeceğim, habiravlıcı, tasircim zavkı, pahti baraya döney şaşkına, şiz kızaşa, Сложно ведь сказать, вот кто лучший поэт всех времен, да, у каждого какие-то свои предпочтения. Сложно сказать, кто лучший писатель всех времен. А как только спрашиваешь, кто лучший драматург, практически все, даже те, кто не читал Шекспира, говорят «Шекспир». В какой-то степени этот человек, который писал эти пьесы, да, наверное, он был в чем-то инопланетянином, что ли. Да. Он настолько выше всего окружающего его мира в ту эпоху, в которую он работал, жил и творил, и до сих пор как бы настолько выше всех, что такая недосягаемая совершенно высота. Умница. Ты получаешь возможность, во-первых, сам расти как личность, да, и еще приобщать к этому делу других людей. حماد گوراکی بود داری من شلو بیوس یه صورة وآخر دواتهم
أوصلني وزي بوتا جراكو بازري بس يوهر يديكو ياخد خوجي نامتو كيوس سويبس ياكل قولي سرسرول حتى ما تسرى صاحب شزر يحب يرازن السجيزك نداخب شرب عامتو ينامتو ينوحو يباخر وبرينس حزي يايتس حزي بشو هايتس حران يراي بيتو يخيتو وبريل كانا وسيسوشو ناكشو لاجيناس وسورجي مريخوت قالاشو كبس في غلط زيجي ايش بسحري جباد وابخي غاينس زدرمو وسروك من شو Внимательно наблюдаем, внимательно слушаем. Умница. Через это поднимись на эту штуку, Рауль. Перед тобой прямо она находится, перед тобой. Ай. يا حاضر اليوم خزين سوى شغل ورتكوا أخان ديوان سجوسة أجيب جرن سوي حراها السوق ويستسالت شجنا نيري هاي سحو ياخد شي هاي زبشو بحزي يحبو خطو أبري حوسري غاحت زاخش برشري شبردر كليها أبري Вы делали очень хорошо. Вы делали душевно, тихо. Пожалуйста, сделайте точно так. Вот уходит Гена. Что хочешь, выбери, вспомни про теленка, вспомни про корову, что хочешь, но ты забей их, он лев. التشزمام حاجة غزم يدو كونتر وجي واير بوت جي برخاجة غزم بس اللي بقانا بدوي كتنا وروج أشوف سراس لا شوف حاكم قدنا وصحور حجوك زي أيو زردوك وجي غلاب حسكو يعني Вот так. Одеться! Воевода холода! Нас окрали враг! Иваныч, тебе больно было? Вот я видел, что тебе не было больно. А мне надо видеть, что тебе больно. Слышь, пожалуйста. Ну-ка, падай. Вот и все. Больно было? Нет. Ну, зато ты сыграла. تحت شاي بسشل تحت شاي بشي غزرو أبري تحت شاي بشي نغلا تحت شاي حزي خراكتير كنا بسورس شو غزر هاي بشوما أدفانس تغوبها أمني كزرقي حزر جدزوك يعني حاجو هاي باش حاول تحت شرو وبس يازرو بريحة خشتارو برا تحت شرجو اندو دازرو ببدو دازرو عن دازرو باب دازرو بخش دازرو أبرت زيجينيت صلي جو أتشان غلو أخش بياشن دنو هادزو زيجين غلو Куда ты ее за шею берешь? Я 1000 раз говорю, за волосы бери нахрен. Давай. Окрали варевли сапажу! Другое дело. Обрей! Шихам хочется зарана, а харша мать сейчас лазерези! Аску шоба, это яхну, Это не надо буквально показывать, да? Но внутреннее видо по отношению к нему. Да что ты говоришь? Да ты ж мой хороший. Тихо, ребята. Тихо, ребята. Все тихо. Что ты гуси. А ты какая моя хорошая. Да? Решай. Теперь смотри дальше на меня. Решай. Сделай, что тебе больно. Решай. Вот! Тогда у него, да, идет эта реплика, да? Больно было? Это был режиссер, который любил держаться за волосы актрис. Одна из особенностей этой работы – это художник, сценограф и художник по костюмам. Игорь Панченко, очень известный художник в Абхазии, и не только в Абхазии, но как живописец. А как театральный опыт – это для него первый.
Я видел его работу на выставках, и первая моя реакция была всегда, что этому человеку надо работать в театре. У Игоря при любой его живописной работе всегда ощущение некой театрализованности. Немножко горжусь тем, что вот приобщил такого интересного человека к театральному миру. Адгур человек очень интересный, ну, режиссер, я имею в виду Адгуркова. Я уже так говорю, потому что мы достаточно сблизились за этот короткий период времени общения. Сколько мы знакомы? 9 месяцев. Вообще я с трепетом, никогда такого не было, правда. Я ходил в театр, ну, как некий пассивный наблюдатель. И что-то нравилось, что-то не нравилось. А когда ты внутри находишься, это все равно, что наблюдать за священнодействием, я не знаю, там снаружи храма, да, а потом войти в самую святая святых и наблюдать мир изнутри храма. И для меня вот сейчас театр это уже как храм, и не просто там отдельно какого-то там вот специфически театрального искусства, то есть это храм искусства вообще, то есть пластического, живописного, литературного, там то есть все музыкального, то есть цветового, какого хочешь. То есть это симбиоз всех, можно сказать, то есть все чувства человеческие, которые существуют, они задействованы именно этим видом искусства театральным. И поначалу казалось это волнительно, естественно, и до сих пор это волнительно. Это не может быть, это всегда стресс. Но стресс такой творческий, который пробуждает самые глубины твоего сознания, и ты без этого пробуждения просто ничего не сделаешь. И общаясь с людьми здесь, я столкнулся с пониманием того, что они здесь становятся просто волшебниками. То есть, начиная от бутафора, портного, естественно, режиссера, актера, все они волшебники. И ты создаешь иллюзорный мир, мир реальности, которая не существует, но потом становится реальностью. И волшебство именно в том, что театр может себе позволить этот гротеск. Любая трагедия, она не может, она должна как-то иметь такие искры привнесения комических элементов, которые будут давать человеку возможность чувствовать себя немножко Богом, который над всеми смеется. Вот. И ему забавно на это смотреть, легко. Это все равно, что создать картину для меня. Ну, здесь, правда, процесс затягивается и распространяется на других личностей, на огромное гигантское пространство, но все это ты, по сути, видишь как единое, ну, скажем, как единое произведение, которое можно было просто моделировать красками на холсте. Посмотри со стороны. Вверх, вверх. А когда ты его на колени ставишь, чуть позже, да? Ты над ним стоишь, как это статуя свободы, да? У тебя нож в руке. Уже зритель, ну, нормальный зритель уже понимает, к чему идет. А я хочу это спрятать. Знаешь, я не знаю, как ты его на... Встань, пожалуйста. Вот вы так, покажи. Ага. Понял. Сейчас, секунду, ладно, тогда посмотри на меня. Можно чуть более женственный жест, да, и ласково. Ты так, знаешь, немножко доминантно его опускаешь, да, да, а такой вот мягче. И улыбайся. Опускайся. Улыбайся. Спрячь нож за спину. Можешь еще здесь посмотреть. Кристина, никому не говори, что я сейчас сделаю. Чтобы неожиданность была, да? Хорошо? Можно концовочку? Театр – это в идеале
Это сборище такое единомышленников, людей, находящихся на одной волне. Улыбаемся, не будьте истуканами. Вы можете друг друга, может, не терпите друг друга, а они любят вообще друг друга. Вот умница! Работающих над одним материалом, вкладывающихся по полной в этот материал. Не спешим. И в результате, в общем-то, компания не самая расширенная, но очень дружная и очень работоспособная. Не спешишь, артикуляция. Дальше. Любопытно в том, что разные поколения актеров абхазского театра, от старейшин, начиная с Кисо Хагба, Сырбия Сангули, и заканчивая совсем молодыми начинающими актерами, недавно пришедшими в театр. И все это вместе, они находятся в таком творческом содружестве и в творческом контакте, который, мне кажется, всегда должен быть в театре. Отлично! Сергей, обрезом, обрезы и... Зачем такая пауза нужна была, да? Текст забыл или что? Да все, дальше. Пари и Гагрюнто. Хабар Аюдов. Айбат Сандас. Ага, разлетаться же еще проглаться. Хорошо, дальше. Ага, разлетаться же еще. Я не шею. Я ялзы все лицо. Баш, как щек хрыст. Алаша. Внимательнее. Эдмон, умре эргонот, высидел организатор. Сара, и саму сахзу себе, а косейцу. Уарей мужской. Умница, молодец. Что? Женщина. Стой, Харцезет, ты мой хороший. Скажи, сахар. Слушай, ты мой. Сахар, сахар. Громче раунд! سبحان الله يبحد الله سبحان В театр бабушка привела. То есть я с детства, мне нравилось с детства вот это вот все движение театральное. Бабушка участвовала в спектаклях, я постоянно по сцене бегал, смотрел, как они репетируют, сидел и плакал, смеялся на репетициях, и потом на спектаклях также. И плакал, смеялся. Тяжело играть глухонемого, ты должен его еще так сыграть, чтобы зритель тебе поверил, что ты на самом деле глухонемой, а не там, просто сыграть и сыграл, отстаньте. Плюс к тому еще здесь старшее поколение, которое больше опыта имеет, и они всегда, когда ты что-то неправильно сделал, да, где-то неправильно упал, либо встал не так, они тебе подсказывают, что чуть-чуть подвинься туда, или сюда подвинься, правильно встань, или правильно это сделай. То есть с такими большими атлантами вообще выступать на сцене, для меня это большая честь. Кисо Хагба, Рауль Кове, да, Сырби Сангули. Вот это
огромные люди. Я вижу, как они выступают. Мне приходилось с ними уже выступать, ну вот с Ирбем, да, условно говоря, в спектакле «Кто из нас глухой?». А вот с Кисоу Золотинским я буквально первый раз, потому что понимаю, что это большой человек. И он где-то мне подсказывает что-то, как нужно делать, что нужно делать. И остальные актеры. Садрик, это твой лучший показ сейчас. Твой лучший. Единственное, знаешь, что... С Садгуром Михайловичем, честно, первый раз работаю. Мне пока очень нравится с ним работать. Вот, хоть он эмоциональный, да, но я прислушиваюсь, когда он что-то эмоционально объясняет, я прислушиваюсь к нему. То есть могу прислушаться, то есть не могу, а прислушиваюсь к его советам, когда он там, говорит: Сандрик, здесь чуть-чуть медленнее, чуть-чуть быстрее, чуть-чуть резче. То есть слушаю его советы. Пока у меня нет опыта, и он мне объясняет, как правильно работать в театре, и я прислушиваюсь к его советам. Друг друга, короче, взаимопонимание имеем. Все понял? Сейчас сделаешь, гениально сделаешь. Давай. Будет сверху Этюдные методы. Вообще в театре используется эта штука. Этюдные методы, когда ты методом там смотришь где-то на улице, да, условно говоря, на какого-нибудь глухонемого, да, либо на слепого. Ты смотришь и запоминаешь, что он делает, как он делает, а потом приходишь и пытаешься повторить. Да, с ошибками ты показываешь это, вот эти маленькие наработки свои режиссеру. И режиссер дальше, как механизм, добавляет что-то и говорит: так, тут не так, чуть-чуть добавь, вот еще пойди посмотри, сделай вот так. И ты идешь дальше, смотришь, наблюдаешь за этим и пытаешься повторить. И опять же вот этот процесс, он постоянный, то есть всегда надо смотреть, наблюдать и понимать, что ты делаешь. Ты не знаешь, какой человек, то есть, ну, ты издалека наблюдаешь за ним, то ты не знаешь его лично, не знаешь его, как он вообще в общении, в понимании. Ты просто издалека наблюдаешь, и тебе немножко тяжело, потому что ты не знаешь, какой он на самом деле, и ты должен как-то предугадать, и либо повторить за ним и сделать вот чуть-чуть по-своему, по-другому, добавить какой-то свой шарм туда. Вообще профессия актера сложная штука. И то, что один раз увидел, это ничего тебе не дает. Ты должен больше и больше развиваться, смотреть, наблюдать там. Теперь перекатывайся, когда пить будут. Подожди, еще не пили-то. Перекатывай! Ой, рамш. Все, дальше! В общем, есть много перспектив. Стоит поступать, если ты хочешь, горишь прям желанием театром, работать в театре, добро пожаловать, как говорится, всегда двери открыты, но надо знать одно, что день, ночь ты будешь просыхать в театре. Твоя жизнь будет непосредственно связана с театром. Если ты хочешь связать свою жизнь, всю свою жизнь ты будешь связан с театром. И я очень хочу. Мне очень хочется дальше работать, учиться, работать, учиться, работать, учиться и учиться чему-то новому в театре. Первое, что вам нужно сыграть, и это вообще ключевое. Все вот эти режиссерские штучки, это штучки. Они рождаются от этого, понимаете, от того, что вот я прогнал, послал человека, вдруг включилась музыка, я через эту музыку почувствовал наличие человека здесь. Дальше, как развивается сюжет. Я увидел, что это за человек. И третье, как развивается, моя рука сама. Смотри, я увидел. Рисуй. Она сама пошла, понимаешь? Пожалуйста.
забегает. Что делает моя рука? Это не я, это она. Тело! Шевелится! Я поспешил, да? Нормально. А вот, пошли! В «Короле Лире» я исполняю роль Эдгара, одна из ведущих ролей в этой пьесе. Он является сыном Глостера. Из-за обмана, клеветы приходится ему убегать и менять свою внешность. И самое главное и интересное в моем персонаже же то, что вопреки обману, клевете, мой герой остается человеком и спасает не только себя, но и своего отца, слепого Глостера. Сложно говорить правду, когда в материале, когда вокруг тебя обман, клевета, и человек, который хочет донести правду, это всегда сложно. Мне так кажется. Некоторые режиссеры начинают вот современные пьесы, начинают современную там стилизацию делать в образе декорации, музыку, костюмы. Современность — это совершенно другая вещь. Проблема, которая была актуальна 100, 200, 300 лет тому назад, почему она актуальна и на сегодняшний день? Вот это современность. А все, что я другое сказал, это форма. Форма. Некоторые путают форму с современностью. Молодцы, молодцы. Ачно за тобой должен. Сарузым перцапа, а меня позикер попа. А нарасанал звонит, как херца соп с шарбо. Садгура Михайловичем он любит, чтобы ему приносили разного рода работы актеры. Это также мы работали и в «Ромео и Джульетте», в его предыдущем спектакле, в котором я был занят в роли Ромео, и также в «Короле Лире». Вот, это довольно очень интересно, когда ты приносишь какую-то работу свою, которую ты придумал, со своей музыкой, с теми актерами, с которыми ты в той или иной сцене занят, и после этого показываешь ему работу в этюде, и после этого он, безусловно, отбирает, что хорошо, что плохо. На самом деле, как мне кажется, от Гура Михайловича я немножко поддостал с разного рода этюды, так как я являюсь по второй профессии режиссером, и поэтому мне интереснее вдвойне. И приходится мне ему иной раз звонить там, в 10 часов вечера, в 12 часов вечера, показывать ту или иную музыку. Последний раз я ему вроде бы показывал «Рамштайн», там, рок. Ну, интересно с ним работать, легко с ним работать, легко. Самое главное, мы понимаем режиссера, и у нас существует доверие между актерами и режиссером, а это самое главное, как мне кажется, в работе. Доверие. На доверие много чего строится. Просьба у меня. Очень долго вот на этой альпинистской мизансцене стоит. А можно текст чуть да, чтобы вот последнее твое слово совпало бы... с речой. И вот он начал тебе капюшон снимать, музыка пошла тогда. Будет просто элегантный переход, да? Попробуй, пожалуйста. Рауль, мой хороший, ты про артикуляцию забываешь, да? И получается вот так четче говори, пожалуйста. Не так легко это должно быть. Жилы вздулись. Помогай голосом.
Убедись, что занавес открылся. А, я это сделал. Я открыл занавес от красного театра. Давай. Адгур Михайлович отвечает на 3 главные вещи всегда. И это заметно в его интервью. Это время, автор и коллектив. Какое сейчас время, насколько актуален тот или иной материал, насколько, возможно, приближается к автору. И третье, если у тебя нету короля Лира, не стоит брать этот материал. Если нет у тебя Гамлета, то не стоит брать Гамлета. Он начал приближаться. Сжимаешься. Прячешься, да. Ага. Тишина. Спокойно, спокойно. Ничего не играешь. Крал и лохинца сосходственно. Говори своими словами. Крал и лохинца сосходственно. С раскосхагом зензаск. Яриб хача. Сара. Сарасава. Акхалахар зоид. Акбрахга. Встаешь. Увязан. Акрал де пару. Томги. Аксотуа. Любим друг друга, любим друг друга. Мы не можем быть умнее Шекспира. Если мы хотим убрать все, что написано у Шекспира, и сказать, что это неправильно, что Шекспир написал, тогда лучше брать совершенно другой материал, потому что этот материал тебя точно задавит. Бегом, Миха! Любите друг друга, а то вы ненавидите друг друга там. Мы вот с Сергеем здесь это чувствуем. О, бляха-муха! Господь нас простил. Ачна, какая ты хорошенькая, когда ты улыбаешься. Кристи, ты прям чудо. Адгура, тебя ждем, блин. Улыбнись разок, ёпарасете. Вспомни о детях. Улыбаемся, улыбаемся. Все улыбаемся. Мы играем мелодраму. Занавес пошел, закрылся, все, идите отдыхайте, дальше.